Как геополитические процессы влияют на качество жизни внутри Абхазии, на экономику республики, что происходит с ценами и какие прогнозы. Об этом будем говорить с Самрой Кварандзе, бывшим министром финансов, заведующей кафедрой финансы и кредит Абхазского госуниверситета, кандидатом экономических наук. В последнее время граждане в Абхазии ощущают изменения и цен на продовольствие, на топливо, и вообще вся геополитическая ситуация, она не может не повлиять на жизнь внутри республики, на экономическую, составляющую. Об этом сегодня хочется с вами поговорить более подробно. Я очень рада, что есть такая возможность высказать мнение по этому вопросу. Мы живем сегодня, на самом деле, попали в непростые экономические и политические условия. Понятно, с какой ситуацией это связано. Да? Отражается эта ситуация не только на экономических и политических процессах Российской Федерации, по отношению к которой применяются определенные санкции со стороны Запада. В принципе, все экономики связаны между собой. И, естественно, это имеет отражение и на мировое хозяйство. Хочется, чтобы мы объяснили это нашим зрителям, слушателям, чтобы им было понятно, что это значит, как они это на себе почувствуют. Что это такое инфляция, чем пугают людей? Инфляция всегда приводит к обесценению денег. Все, в общем-то, понятно, да, уровень жизни населения начинает падать, потому что в их распоряжении остается меньше средств для удовлетворения собственных нужд и потребностей. Давайте прям на пальцах объясним, чтобы было понятно. 10 тысяч рублей ты мог купить какое-то количество, допустим, товаров, объем какой-то, а с учетом этой 30% или 20% инфляции, значит, я могу купить на 30% меньше. Так я понимаю? Еще гораздо меньше, на самом деле, потому что существуют определенные кумулятивные эффекты в экономике. И инфляция отражается на падении валового внутреннего продукта. И связь валового внутреннего продукта, падение, снижение валового внутреннего продукта напрямую отражается на экономических процессах. То есть экономические процессы начинают замедляться, возникает безработица. Все страны мира, главной задачей всех правительств мира заключается в том, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию, чтобы нивелировать эффекты инфляции. Как правило, инфляция составляет порядка 1-2%. Страны проводят используют различные инструменты финансовой политики для того, чтобы не возникала безработица. Самое главное, самый главный вопрос на самом деле это избежание безработицы. Как сегодняшняя ситуация будет отражаться на экономике, какие меры будут принимать те или иные страны, в том числе и Российская Федерация, пока спрогнозировать и очень сложно, но при негативных сценариях, а сегодня существует много негативных сценариев в отношении экономики России, прогнозируется падение валового внутреннего продукта на уровне 10%. Это очень значительная величина для экономики. Но поскольку наша экономика все-таки зависима от российской экономики, в первую очередь это связано с тем, что мы находимся в рублевой зоне, поэтому все процессы, которые происходят с рублем внутри России, они напрямую будут отражаться и на экономике Абхазии. Мировая экономика, она взаимосвязана. Все страны между собой не зависят друг от друга. Будет плохо России, будет плохо и странам, которые как-то в каких-то экономических связях с ней находятся. И поэтому долго в таком состоянии находиться невыгодно ни одной из этих стран, Но на самом деле экономики очень быстро перестраиваться начинают. Допустим, если они, в принципе, не получают какие-то товары, работы, услуги, которые привыкли они получать, они очень быстро находят другие механизмы, другие логистические схемы, бизнес-процессы, которые позволяют перестроить их экономику. Будет это стоить
дороже, чаще всего это стоит как бы в конечном итоге дороже, но тем не менее, да, это будет приводить к инфляционным процессам, но как бы перестройка такая будет происходить, и она может происходить достаточно быстро. Вот то, что касается Российской Федерации, экономические санкции, которые применяются Западом по отношению к Российской Федерации, но с течением какого-то времени Россия будет подстраиваться под эти условия, будет находить... Российская экономика тоже импортозависимая. Но вот по последним данным Росстата порядка 75% импорт, да, занимает в структуре розничного оборота в Российской Федерации. Но в любом случае, как бы есть примеры других стран, по отношению к которым такие же экономические санкции, как Иран, например, да, применялись. Но в конечном итоге были найдены схемы в обход вот этих санкций через третьи страны. Но единственное, к чему это приводит к удорожанию логистики, к удорожанию транспортных расходов. Это напрямую отражается на ценах и приводит к определенным инфляционным процессам. Но в ближайшей перспективе можно говорить вообще о стабилизации вот этой ситуации? Очень сложно говорить об этом процессе. Сегодня больше существует негативных сценариев в экономике России. У нас здесь, в Абхазии, многие сейчас говорят, что вот Абхазия уже 30 лет живет под санкциями, да, изолированно живет, и как бы нам от того, что сейчас Запад ввел санкции против России, мы не особо это не так сильно ощутим, потому что как таковой экономики, вот так, производства внутри республики у нас нет, и не так болезненно. Именно потому, что внутри нашей страны нет никакого производства, именно потому, что мы импортозависимы и в первую очередь от Российской Федерации, безусловно, все санкции, которые применяются по отношению к Российской Федерации, если они негативно отражаются на экономике России, еще раз я говорю, они зеркально будут отражаться и на экономике Республики Абхазия. Интересно, кстати, и о повышении цен поговорить. Вот когда курс доллара начал расти, предприниматели повысили цену, да, на товары, на продовольствие. Цена поднялась, и она держится почти, ну, какие-то там продукты питания немного подешевели, но уровень все-таки высокий пока цен. Курс снизился, вот он почти до 150 доходил, цены поднялись. Сейчас он опустился около 80 рублей, курс доллара. Но цены все равно продолжают держать вот эту высокую планку. Почему так происходит? Повышение, даже не повышение, а наоборот, понижение курса российского рубля, да, так нужно сказать, потому что не только доллар повысился курс евро и так далее. То есть понизился сам курс российского рубля. Естественно, это первая реакция на санкции по отношению к Российской Федерации со стороны вот коллективного Запада. Да. И одновременно начали повышаться цены. Это процессы условно взаимосвязанные между собой, потому что даже если несущественно бы повысился курс доллара и курс евро, цены все равно стали бы расти. Это мы сегодня наблюдаем с вами. Обывателю да? кажется, что вот он закупает там импортную какую-то продукцию, там за доллары эту продукцию покупает, и поэтому цена дороже. А вообще почему? Нет, это на самом деле не совсем. Первая реакция именно такая была. Но дальше, поскольку существует, да, экономическая нестабильность, существуют отрицательные ожидания, да, в отношении экономических процессов со стороны экономических контрагентов, конечно, они в этих условиях закладывают определенную рисковую надбавку в цену. Для того, чтобы в случае, если все-таки реализуются эти отрицательные как бы сценарии, нивелировать вот эти как бы рисковые эффекты. Сегодня как бы дефицита в принципе не существует, да, эта ситуация определенно, ну, в смысле выровнялась, но на курс валюты правительство Российской Федерации может воздействовать через различные, да, как бы инструменты, через политику, которую проводит, но напрямую воздействовать на цены ни одно практически государство не берет на себя ответственность. Помимо этого существуют еще вполне понятные факторы, которые приводят к увеличению цен. Несмотря на то, что курс доллара снизился,
цены продолжают расти. Они не то, что не снижаются, они сегодня еще продолжают расти. Связано это, во-первых, с тем, Российская Федерация повысила ставку рефинансирования, то есть ключевую ставку, причем значительно повысила. Это означает, что стоимость денег увеличилась. Поставщики продукции многие отказываются работать в рассрочку, то есть они требуют предоплату за товары, работы и услуги. И, естественно, в условиях нехватки денежных средств вынуждены прибегать к кредитам, а кредитный ресурс стоит на сегодняшний день значительно дороже, чем это было до применения экономических санкций. Меняются ведь еще и логистические схемы. Естественно, это удорожает транспортные расходы, которые тоже напрямую отражаются на увеличении цен. Ну и кроме того, еще нужно принимать во внимание, все еще на полках остается товар, который был закуплен по высоким ценам, да. Но со временем цены будут стабилизироваться. Рынок все равно будет требовать, как бы, вот под воздействием спроса и предложения приводить в равновесие эти цены. Но однозначно к исходному уровню цен мы не вернемся уже. Ну, смотрите, цены повысились, доходы населения как бы остались на прежнем, если даже не уменьшились, учитывая, что деловая активность понижается. Но есть такие оптимистические тоже прогнозы по поводу курортного сезона, туристического сезона в Абхазии, что в связи с санкциями Запада туристы, которые хотели бы отдохнуть там, в Турции или в других европейских странах, российские туристы, они приедут к нам. Тут возрастет и активность деловая. Как-то вот таким образом, благодаря туристическому сезону, можно ущерб, да, вот, который эти санкции нанесли, в том числе и нашей республике, как-то минимизировать. Возможно? Да, на самом деле у нас вся надежда на туристический сезон. На самом деле, если туристический сезон состоится, а на сегодняшний день есть информация, что все-таки, да, туристический сезон, он состоится в Республике Абхазия, да, действительно деловая активность на какой-то промежуток времени возрастет. И, естественно, это положительно будет отражаться на экономике. Но при этом я смотрела самую последнюю свежую статистику, которая есть, она вот по результатам 2021 года. Например, таможенный комитет. Если в 2020 году в условиях пандемии на самом деле существовал спад экономики, причем это было практически во всех странах мира, то в 2021 году практически все страны мира начали, как бы, вот экономика этих стран начала... Да, совершенно верно. Экономика начала подниматься. Сейчас замедляются эти темпы. Информацию, да, вот, которую дает таможенный комитет в связи с туристическим сезоном, начиная с июня деловая активность Республики Абхазия увеличилась, причем существенно увеличилась. При этом, если мы посмотрим еще, это подтверждают и данные на самом деле, и Банка Абхазии, который по кассовым оборотам показывает существенное увеличение как бы кассового оборота и в розничной торговле. Есть стабильная тенденция увеличения депозитов в банковской системе. Все это положительно отражается на экономических процессах. Но что важно, на что я обратила внимание, не существует адекватного увеличения налоговых платежей. Они не растут в той же самой пропорции. Кроме того, если мы предполагаем, что вот это как бы увеличение кассовых оборотов может быть связано в какой-то степени и с выработкой. Майнингом вы имеете в да. виду? Незаконная деятельность. Вот я об этом думала. Тут Майнингов, либо два вопроса. Либо майнинг, либо контролирующие органы, как-то теневой сектор увеличивается вот такой экономики. Однозначно, вот если в розничном обороте идут существенные увеличения, но при этом адекватно не увеличиваются налоги, это, естественно, речь идет о теневом секторе экономики. То, что касается граждан, то, что у них увеличиваются сбережения, об этом свидетельствует увеличение депозитов на счетах, да, в банковской системе. То, что как бы у них увеличиваются вот эти кассовые обороты, это в том числе говорит и потребление
потребление электроэнергии увеличилось. Естественно, это говорит о том, что часть этого дохода поступает от продажи криптовалюты. Да? Но, опять-таки, и здесь мы не видим увеличения платежей по электроэнергии. В большей степени, на мой взгляд, на экономику все-таки и на понижение деловой активности, на ухудшение экономической ситуации, уровня жизни населения, бизнеса, да, замедление, может быть, экономических процессов будут влиять увеличение цен на энергоносители. Поэтому принятие решения по увеличению цен на электроэнергию, на мой взгляд, вот в нынешних условиях к этому нужно подходить очень осторожно. У нас все-таки ограничены инструменты, которые мы можем применять в рамках финансовой политики. Во всех странах очень активно используются эти инструменты, да, инструменты денежно-кредитной политики, фискальной политики, а у нас эти инструменты практически не используются. Но фискальную политику должно проводить Министерство финансов, оно ее не может проводить, эту, да, фискальную политику, из-за постоянного дефицита финансовых ресурсов. Ну, то есть для того, чтобы повысить социальные пособия и так далее. Сложилась такая система, которая не позволяет это делать. В рамках денежно-кредитной политики вот у нас тоже ограничены инструменты, которые мы можем использовать, потому что мы находимся в рублевой зоне. Да? Мы не можем проводить эмиссию, работать на открытом рынке ценных бумаг. Мы, в принципе, ограничены и в изменении ставки рефинансирования, в изменении обязательных резервов, потому что они не дают большие эффекты в экономике. И начиная с 2009 года, это то есть на протяжении там, 12-13 лет, мы не меняли эти величины. То есть мы вообще не проводим денежно-кредитную политику, получается. У нас проблема с администрированием этих платежей. И если мы как бы не примем решение о применении новых технологий, да, в этой сфере, я думаю, что само по себе повышение цен не даст большого эффекта. Вот, на мой взгляд, в первую очередь нужно на самом деле сосредоточиться на администрировании. А чтобы администрирование платежей давало, да, существенный или достаточный эффект, для этого нужно применять новые технологии. Очень правильное решение, которое на сегодняшний день приняла налоговая инспекция, это вот внедрение онлайн-касс. Это как раз существенно повысит контроль. Да. О курсе доллара, ценах поговорили, о ситуации внутри республики. Но вот граждане сейчас, которые имеют какие-то сбережения, хочется надеяться, да, что вообще такая практика, культура сбережений, там, вкладов в банки, люди постепенно к этому привыкают. И вот что делать этим людям? Что сейчас бежать, покупать валюту или наоборот обменивать ее, пользуясь тем, что курс высокий? Что с рублем делать? Вкладывать это в недвижимость или там, купить автомобиль, кто-то, может быть, там, на что-то собирает. Как сейчас? Стоит сейчас тратить свои деньги или, наоборот, ждать? Ну, в условиях, когда как бы прогнозируется экономический спад, и если этот сценарий негативный реализуется, конечно, как бы сбережения нужно накапливать и не нужно... Несмотря на то, да. что курс рубля... Ну вот инфляция, мы говорим, Да. что на эти деньги все меньше и меньше. Собрал ты 100 тысяч, сейчас ты на эти 100 тысяч уже не можешь купить то, что ты мог купить год назад. На самом Все равно деле, да, ну, на самом деле, ну, да, все равно, на мой взгляд, все равно нужно копить, приносить эти деньги как бы в банки, там, отдавать под депозиты. Сегодня, на самом деле, как бы интересы к депозитам в Республике Абхазия возрастают. Еще раз, да, я вам говорила, что есть устойчивая тенденция к росту как бы депозитов, потому что очень привлекательная как бы ставка по этим депозитам. Но еще есть одна
опасность. В России, поскольку увеличилась ставка рефинансирования, там тоже очень интересные ставки по депозитам. А устойчивость российских банков чуть выше, чем устойчивость, да, абхазских банков. Об этом свидетельствуют на самом деле данные, которые дает Банк Абхазии. Основная доля депозитов приходится на Сбербанк, да, Республики Абхазия. Ну, государственный банк, потому что да, гарантии государственный банк, государственные. есть определенные гарантии, но что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что тенденцией последних лет является то, что собственный капитал этого банка снижается до отрицательного уровня. А это говорит о том, что как бы платежеспособность его также понижается. Ну, то есть сейчас все-таки бежать, тратить, пытаться успеть купить по какой-то цене или вкладывать во что-то – это неправильный подход. На мой взгляд, неправильный подход, потому что успеть за как бы, вот, изменением экономической ситуации невозможно. Мы не знаем вообще, как будет вести себя экономика. Самое главное, что нас волнует, не будет вот Советского Союза с пустыми прилавками в магазинах, с отсутствием товара, вот такого дефицита катастрофического. На самом деле, я не думаю, что на самом деле до такого негативного сценария дойдет, что возникнет, да, дефицит продовольствия, дефицит сырья. Не думаю, что такая негативная, да, вот, тенденция будет иметь место быть. Но российская экономика и не советская экономика разные тоже вещи. Словно разные вещи. Как бы советская экономика на самом деле вот по истечению определенного времени вообще не имела права на существование, потому что совершенно изолирована, как она существовала, выжить было крайне сложно. Сегодня совершенно другие. Мы сегодня все-таки работаем по рыночным механизмам, и поэтому какую-то часть отрицательных эффектов нивелирует сам по себе рынок. Если в этом году, да, вот я пример привела, да, в прошлом году был бум туристического сезона, с июня начала увеличиваться деловая активность в Республике Абхазия. В этом году мы тоже надеемся, начиная с июня, что будет все-таки увеличение определенного увеличения деловой активности, но эффекты не будут такими, какими они были в 2021 году, именно потому, что выросли цены на вот энергоресурсы, да, они тоже будут влиять немного, да, на понижение этой деловой активности. Но в случае, если будет высокая безработица в Российской Федерации, а вероятность того, что если не прекратится операция на Украине, иностранные компании все-таки уйдут с рынка российского, пока еще они платят выходные пособия как бы работникам, да, как бы, в связи с приостановлением деятельности, а по стечению 3 месяцев они окончательно уволят их, и они останутся на улице и не будут иметь, да, дохода, то рассчитывать на туристический сезон уже в следующем году мы не можем, потому что, да, уже свободных средств, да. Сами туристы, не туристы, граждане России не смогут себе позволить, в принципе, туристы. Да, потенциальные туристы не смогут себе, значительная часть не сможет себе позволить покупать путевки. Я вообще как бы сторонник различных реформ. Эти реформы не нужно бояться. В 2016 году мы большое количество реформ начали. Мы перешли на казначейскую систему, как бы страшно это не было, да. И в принципе это работает и показывает положительные результаты. Но, на мой взгляд, не нужно бояться никаких реформ. Если сегодня мы не будем начинать реформы, то мы в ближайшей перспективе не сможем выстроить нормальную экономику с нормальным. Да, главная задача какая задача? Повысить уровень жизни населения и предотвратить бедность. Сложности были с переводом. На самом деле, вот с тем зарплатным проектом, очень хороший проект. Я сегодня, как бы, несмотря на то, что Банк Абхазии там не проводит, предположим, да, активно денежно-кредитную политику, но он сосредоточен очень на важном вопросе. Это на
техническом оснащении банковской системы. У нас есть собственная платежная система, и это на самом деле большой прорыв. Это очень важно с позиции того, что мы в какой-то степени как бы создали условия как бы независимого движения денежных средств внутри банковской системы Республики Абхазия. И причем эта система АПРА и сегодня продолжает развиваться. Обороты по этой системе увеличиваются. А если мы назад вернемся к 2016 году, когда мы этот проект внедряли, очень большое недоверие было к тому, да, смогут ли получить заработную плату, которая переводится на банковские карты. Поэтому день в день, когда поступала заработная плата на банковские карты, очереди стояли, если вы помните, у банкомата, все пытались снять, все-таки получить. Да, успеть и получить на руки. Эти денежные средства сегодня уже таких тенденций нет. Сегодня денежные средства, как бы, ну, некоторые еще продолжают, да, такую традицию, скажем так. А очень большое количество сохраняет деньги на банковских карточках и активно рассчитывается. Государству очень важно вывести наличный оборот, перевести его в безналичный, потому что он становится в принципе контролируемым, да, и прозрачным. Обязательно должны применяться новые технологии, которые связаны с интернет-технологиями. Кстати говоря, сегодня вот по последним данным западные эксперты оценивают влияние интернет-технологий на развитие экономики. И уже доказано, что это оказывает положительное влияние на увеличение валового внутреннего продукта, увеличение деловой активности. За последние 5 лет, вот если я не ошибаюсь, в развитых странах за счет применения интернет-технологий валовый внутренний продукт увеличился на 20%. Это значительные величины. Но и ввиду вот такого расхожего мнения, что интернет-технологии, цифровизация экономики приводит к тому, что какие-то профессии как бы отмирают, как бы может возникнуть определенные, да, потери рабочих мест, безработицы. Но еще раз, кумулятивный эффект, который существует в экономике, и французские ученые, кстати говоря, это доказали, одно потерянное рабочее место за счет интернет-технологий приводит к возникновению 2,6 новых рабочих мест. Естественно, для того, чтобы внедрять вот эти новые процессы в сферу нашей деятельности, в сферу нашей жизни, нам как бы необходимо определенные квалификации, определенные профессии, определенные специалисты. И, на мой взгляд, Абхазский государственный университет готов дать таких специалистов. Сегодня сами по себе аудитории, которые, да, существуют в университете, их оснащение дает нам возможность переходить на интерактивные методы обучения, то есть на современные методы обучения. Мы это делаем, кстати говоря, уже не первый год. Мы привлекаем к учебному процессу, ну, в рамках пока еще магистерских программ, ученых с ведущих вузов Российской Федерации. И еще что меня очень радует, наши студенты, особенно те, которые учатся в магистратуре, сегодня очень активно исследуют современные тенденции, которые существуют в экономике. И эти исследования они проводят с учетом того, насколько это может быть применимо и иметь эффект в абхазской экономике. Все-таки надежда на то, что как бы тот потенциал, да, кадровый потенциал, который может дать Абхазский университет, даст возможность дальше развиваться нашей экономике. Я позитивно на самом деле смотрю, я всегда позитивно смотрю на развитие экономики, и это право на самом деле мне дает вот наше будущее поколение. Алла Андреевна, хочу поблагодарить вас. Спасибо, что ответили на вопросы, которые сейчас наверняка больше всего волнуют наших граждан.